обратите внимание вот на ковер бейни, тоже такой вот крюкообразный, да, с вращением солярных символов, знаков. Без ковроделия она уже не мыслит своей жизни. Значительные годы трудовой деятельности Зейнаб Дзарахова посвятила возрождению древнего ингушского искусства. Это не просто ковры, а целая история народа, выражающаяся в орнаментах, цветовых палитрах. Любовь к народному творчеству у Зейнаб зародилась еще в детстве. Валянием ковров занимались ее бабушка и мама. Вместе с ними она училась осваивать техники ковроделия, вязала сложные узоры. Да, мы сегодня не можем сказать, что мы прям вот читаем эти орнаменты. Нет. Но в них были идеи, в них был смысл давно живших наших предков, наших бабушек. Они отражали в них как настроение свое, как окружающую природу, так и свои моления к Всевышнему. Зейнаб родилась в Казахстане, росла в большой многодетной семье, воспитывалась в духе лучших традиций ингушского народа. В 1982 году окончила педучилище в Орджоникидзе и поступила на исторический факультет Северо-Осетинского государственного университета. Параллельно работала учителем в родной школе в поселке Карца. В 90-х годах трудилась в медколледже имени Тутаева и Институте экономики и правоведения. И уже потом, вот, когда я начала работать, появлялись вопросы, а почему вот так у нас по культуре, а не иначе. И не находя ответа, я пришла в науку. Я стала собирать материалы. И опять же, не думая над тем, что я все-таки уже ухожу в науку, я начала собирать материалы, начала писать очерки, принимать участие в различных форумах. Зейнаб Дзарахова была первой выпускницей аспирантуры ИНГУ, защитила диссертацию на ученую степень кандидата исторических наук в Кабардино-Балкарском университете. Вскоре любовь к культуре народа привели ингушского ученого к науке этнография. В 2007 году она защитила докторскую диссертацию «Этнокультура как основание формирования национального самосознания ингушей». Везде мое внимание останавливалось на описании объектов истории, искусства, культуры. И между тем собирала материалы по орнаментальному искусству. Вот то, в чем выражалось наше ощущение, ментальность. И вот эти вот образы, они у меня копились и собирались. И я думала, вот придет момент, когда я просто буду этим только заниматься. За годы своей трудовой деятельности Зейнаб Дзарахова успела поработать в администрации президента республики, являлась государственным советником 3-го класса, заместителем министра по внешним связям и национальной политике, журналистом, главным редактором журнала «Культура Ингушетии». На ее счету более 200 научных статей, 500 публикаций, монографий и сборников, альманахов и журналов на ингушскую тематику. Пройдя разные ступени карьерного роста, она все же отдала предпочтение творческому труду, в частности, исследованию орнаментального искусства. Я хочу отметить, что у нас было 2 гениальных художника. Это Хаджибекар Ахриев, который 100 лет назад проделал большую работу. Это Гази Магомед Даурбеков, который в советские годы, в 60-х, в 70-х годах проделал большую работу, тоже собрал ковровые композиции, притом не только на территории Ингушетии, но и по всей бывшей республике, по Чеченной Ингушетии. И эту работу мы должны ценить и понимать. Благодаря деятельности этнолога Зейнаб Дзараховой интерес к орнаментальному ковроделию с каждым годом растет. Она обучила сотен девушек древнему искусству и по сегодняшний день продолжает делиться секретами ковроделия в студии «Истинг». Зейнаб – многодетная мать, 4 сыновей и дочери, делится, что все ее желания, творческий, научный пути всецело поддерживал супруг. Если я чего-то достигла, то это в первую очередь благодаря этим людям. И мой успех – это их поддержка. Заслуженный деятель науки Республики Ингушетия, доктор исторических наук, этнограф, известный научный и общественный деятель, член Союза журналистов России, мастер декоративно-прикладного искусства. Ее личность многогранна. Уже несколько лет Зейнаб состоит в региональном отделении Союза женщин России. Она наряду с другими успешными женщинами республики будет принимать участие в форуме «Россия» в марте. Нужно быть полезным обществу. А на женщине во все времена лежала большая ответственность. Поэтому сама идея создания Союза женщин и регионального в составе Союза женщин России стоит признания и уважения. Это станет не первым участием Зейнаб Дзараховой в форуме «Россия». Ковры «Истинг» ингушская мастерица представила на масштабной площадке уже дважды. Представить на таком форуме это ответственно, и хотелось наиболее такие вот значимые, хотя каждая из них для меня это отдельная история.
Вот я не могу сравнить один ковер с другим, ведь эти композиции придумала не я. Они идут издревле. Сейчас Зейнаб Зарахова готовится к знаменательному событию для всей республики. Этнолог совместно со своей командой работает над изготовлением 100 ковров к столетию ингушской государственности, которые будут представлены на праздновании. Ингушские орнаменты, альбом, который был создан в 1924 году, мы решили, что сама эта находка, сама судьба нас просто обязывает сделать к столетию 100 ковров. Конечно, даже вот в первое время подумать об этом было сложно. Объем работы действительно большой. И главе республики понравилась идея. Министр культуры Ингушетии поддержала эту идею. И мне приятно еще отметить, что вот технологию ингушского ковроделия мы ввели в антологию народной культуры России. Свой первый ковер из войлока этнограф Зейнаб Зарахова создала в 2015 году. А сегодня в авторской коллекции ковров около 100 истингов, изготовленных по зарисовкам из альбома «Ингушские орнаменты 1924». Зейнаб считает, что именно упорство и трудолюбие помогли ей добиться поставленных целей. Работу над любимым делом намерена продолжать и дальше. Также сейчас она работает над различными проектами, в том числе выпуском книги «Ингуши в истории российской авиации». Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.